Добрый день, уважаемые участники вебинара. Наша сегодняшняя с вами тема будет посвящена вопросу идентификации школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Данное мероприятие, данная тема реализуется во исполнении соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми, подписанное 20 декабря 2019 года в части оказания поддержки школ, имеющих низкие образовательные результаты, и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Для Республики Коми данный проект является не новым, он реализуется уже в течение 3 лет, и в течение этого года у нас, так же как и в предыдущие годы, запланировано определение списка участников, то есть тех школ, которые войдут в данный проект в 2020 году. В настоящий момент Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми в муниципальные органы управления образованием готовится информационное письмо по вопросам идентификации школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Главный принцип, который был заложен в 2019 году, отбора образовательных учреждений сохраняется. Это территориальность, которая означает, что школьные команды, в которые включается школа-участник проекта и школа-лидер, будут формироваться по муниципальному принципу. В 2020 году к данному принципу соединяются еще и следующие принципы. Это принцип коллегиальности, принцип открытости, принцип объективности, принцип ротации и добровольности. Что буквально означает данные принципы при отборе школ, участвующих в данном проекте? Принцип коллегиальности означает, что разные структуры, разные подчиненности будут принимать участие в определении списка школ, которые войдут в проект в 2020 году. Главная роль будет в этом отведена именно муниципальным органам управления образованием и самим образовательным организациям. То есть на настоящий момент в информационном письме от Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми будет запрашиваться информация о потенциальных участниках данного проекта. И именно муниципальные органы управления образованием совместно с образовательными организациями, функционирующими на территории муниципалитета, будут принимать решения об этом участии. Принцип открытости означает, что при отборе школ мы ориентируемся в основном на те данные, которые являются открытыми, находятся в открытом доступе и свидетельствуют о качестве образовательных результатов, о функционировании школ на территории муниципалитета и республики в целом. Такие сведения есть у самих общеобразовательных учреждений, такие сведения есть у муниципальных органов управления образованием. Также будет использоваться база данных Государственного автономного учреждения Республики Коми РИЦОКа, ну и, конечно же, те сведения, которые имеются у Коми Республиканского института развития образования. Обращаю ваше внимание, что принцип объективности буквально будет означать опору только на объективные показатели качества образовательных результатов школ по итогам предыдущего учебного года. Ну и иная информация, которая объективно характеризует не только качество образовательных результатов, но и особенности функционирования школ в части именно социального неблагополучия. Принцип ротации буквально означает, что школы, вошедшие в 2020 году в общий список участников проекта, будут анализироваться по участию в нем по предыдущим годам. То есть школа, участвовавшая ранее 3 раза, не сможет в 2020 году попасть в этот список. Таково условие непосредственно соглашения по соблюдению ротации. Хотя данный принцип он будет обсуждаться естественным образом
мы будем согласовывать именно с муниципальными органами управления образованием и образовательными организациями этот вопрос. Ну а принцип добровольности означает, что образовательная организация, вошедшая в проект, принимает на себя обязательства по участию в тех мероприятиях, которые будут реализованы в 2020 году в рамках проекта «Эффективная школа». Хочется также обратить внимание на следующие моменты. По соглашению между Министерством просвещения, Министерством образования и науки и молодежной политики Республики Коми нам необходимо обеспечить стопроцентный охват общеобразовательных организаций республики и, соответственно, в каждом муниципалитете участником данного проекта должна стать не менее одной общеобразовательной организации. Таковы условия непосредственно проекта. Сейчас мне хотелось бы остановиться на основных этапах отбора, этапах реализации. Начиная с 3 февраля по 12 февраля, то есть в течение 10 дней, будут проводиться два параллельных друг другу процесса. Первый процесс, он связан с деятельностью органов муниципального управления образованием, муниципальных органов управления образованием по определению списка потенциальных участников проекта в 2020 году. О том, каким образом это можно будет сделать, я расскажу несколько позднее. Параллельно в течение этих 10 дней специалисты Центра научно-методического сопровождения программ и проекта в области образования и другие специалисты, включенные в реализацию данного проекта, будут изучать и анализировать результаты, которые были получены в рамках внешней оценки деятельности образовательных учреждений за предыдущий учебный год на основании статистических сведений, имеющихся в базе данных непосредственно РИЦОК. Данный процесс нам необходимо завершить до 12 апреля. В течение последующей недели, то есть примерно с 13 по 20 февраля, я прошу прощения, там есть ошибка, мы определяем потенциальный состав участников проекта 2020 года и обязательно, подчеркиваю, обязательно согласовываем с муниципальными органами управления образованием. Еще раз обращаю ваше внимание на реализацию принципа коллегиальности и именно роли муниципальных органов управления образованием по определению участников проекта в 2020 году. После всех согласований, после всех одобрений и после изъявления желания, мы помним с вами о принципе добровольности, образовательных организаций об участии в данном проекте, мы данный согласованный список включаем в проект приказа министерства и до конца февраля его утверждаем. Сейчас мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, как можно решить, в общем-то, поставленную задачу по определению потенциальных участников данного проекта. Классическим вариантом, который был предложен еще Национальным исследовательским университетом Высшей школы экономики, является непосредственно изучение индекса социального благополучия школ. Итак, именно этот индекс может лечь в основу определения тех потенциальных участников проекта в 2020 году, и мне хотелось бы немножко рассказать о том, как мы можем его использовать. Обращаю ваше внимание, что в информационном письме, которое готовится Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми и которое будет распространено в ближайшем времени, данная методика расчета индекса социального благополучия школ будет представлена. Помимо этого будут представлены примерные нормативы отнесения школ к уровням социального благополучия. И школы, которые потенциально могут включаться в низкий уровень или уровень ниже среднего, могут стать потенциальными участниками данного проекта. Для того, чтобы определить индекс социального благополучия школ, достаточно обратить внимание на 4 основных момента. Как вы видите, в основе расчета
лежит определение доли детей. Доли детей из семей, имеющих определенную специфику, и детей, имеющих особенности, некоторые особенности. Итак, давайте рассмотрим. Проводится подсчет доли детей из семей, где оба родителя имеют высшее образование. Второй показатель – это доля детей из семей, где единственные или оба родителя являются на данный момент безработными. Также подсчитывается доля детей, имеющих девиантное поведение или с девиантным поведением. Данный показатель может быть оценен с помощью статистики по учету школьников в комиссии по делам несовершеннолетних. И четвертый показатель, который лежит в основе определения индекса, это доля детей, для которых русский язык не является родным, то есть школьники инофоны. Сочетание данных показателей, который включается в итоговую формулу, позволяет нам рассчитать этот индекс и отнести школу к определенному уровню. Для того, чтобы упростить и обеспечить оперативность данного процесса, то есть сбора информации, региональный оператор проекта «Эффективная школа», а именно Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Коми, Республиканский институт развития образования, уже разработал форму, которая основана на применении именно этого индекса социального благополучия школ. При этом данная форма может напрямую быть использована образовательными организациями для фиксации непосредственно данных. Фактически эта мера рекомендованная. Я еще раз хочу обратить ваше внимание, что муниципальный орган управления образованием самостоятельно в определении списка потенциальных участников проекта «Эффективная школа» в 2020 году, но одной из мер, которая может облегчить в данном случае сбор информации, является как раз данная форма. Информация об этой форме и также ссылка на эту форму будет представлена в информационном письме Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Хочу обратить ваше внимание еще на один момент. Еще раз хочу подчеркнуть, что муниципальный орган управления образованием самостоятельны в определении списка потенциальных участников проекта. Для того, чтобы этот процесс ускорить, мы можем в этом случае использовать готовую форму. В этой форме вы видите, за основу как раз взят именно индекс, определение индекса социального благополучия непосредственно школ. То есть, если муниципальный орган управления образованием принимает решение о самостоятельном формировании данного непосредственно списка, то есть школ, да, посредством методик своих, либо каких-то иных критериев, показателей и так далее, да, ну, либо муниципальный орган управления образованием будет использовать данную форму, которая является рекомендательной, а не обязательной, но при этом она может упростить непосредственно деятельность самого органа муниципального органа управления образованием. Весь этот процесс сопровождает Центр научно-методического сопровождения программы проекта в области образования. И в частности, вы видите на презентации ссылки на телефоны и на электронные адреса специалистов этого центра, которые участвуют в реализации проекта «Эффективная школа» в 2020 году. Поэтому при всех возникающих вопросах, которые имеются по идентификации школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, вы можете звонить, вы можете писать, и мы обязательно ответим. И мы обязательно поможем, разъясним, и для того, чтобы мы смогли уже к концу февраля месяца составить общий список участников данного проекта, которые будут принимать участие в 2020 году в целой серии мероприятий. И хочется, забегая вперед,
сказать о том, что поменялись и принципы работы с образовательными организациями. Они стали в 2020 году в соответствии с той заявкой, с тем соглашением, которое было подписано между Министерством просвещения Российской Федерации и Министерством образования и науки и молодежной политики Республики Коми, более индивидуализированными, более разнообразными. Хотя часть мероприятий, которые были успешно реализованы в 2019 году, они продолжатся, и фактически мы их активно будем непосредственно внедрять и использовать. Я благодарю вас за внимание и еще раз хочу обратить ваше внимание на следующее. При возникновении всех вопросов вы можете звонить, вы можете писать, мы обязательно ответим и поможем в